Мы с вами часто слышим о победах и высоких достижениях наших борцов греко-римского стиля, но мало кто знает, как растят этих парней, славящих Ингушетию. Сейчас мы с вами находимся в лицее номер 1 городского поселения Сунжи, где сможем воочию увидеть то, как делают первые шаги будущие чемпионы. Равняйсь. Рассчитались по порядку. В борьбе давление, секс давление чханы, вы должны его поймать, цу давление чханы, прием елцы. Хитр еще? В борьбе, куда улу. Вот уже цу давление чхан, отсюда его надо поймать. Хитр еще? Ханзы в борьбе, бросок бедро. Ауку? Да, ты. В борьбе, вот, идет борьба, ищ. Встали. Еще раз. Оп. Давай. Так, бросок, вертушка. Хорошо. Так. Сейчас. Бросок прогибом. Крест. Отсюда. Ловите? И отсюда вот идет. Добираете. Отсюда подставляете и бросаете. Давай. Правая нога впереди. Добираешь. Еще раз.
Стоп. Встали. Калимату Баркинхою. Так, Мурат, давай. Сейчас, смотри, в борьбе ищем. В борьбе. Бедро. Пошел. Ищем, ищем. Вот так, хорошо. Так, Баркинхою. Пошел, пошел, пошел. Ага. Крест. Обоюдно. Добираешь, добираешь. Вот так. Хорошо. Главное, в захвате не отпускать. Другой. Вот так. Так, сейчас. Так. Сейчас. Нырок. Один делает нырок. Вот, в борьбе. Вот борьба идет. Раз, нырок. Отсюда бросаете. Ты бросаешь. Не, Калимату бросай. Пошел, пошел. Нырок. Раз. Вот так. Так, Баркинхой. Вертушку. Молодец. Стоп, встали. Калимату, Хамзат, Баркинхою. Рахим. Так, смотрите. Сейчас бросок. Бедро. Бедро вожечь хан. Я тазы. Ишт ардах кишач. Таз, рука отсюда. Вот правая нога. Раз поставил. И отсюда уже бросаете. Но в борьбе. Ты должен почувствовать, когда он давление делает. Хитрыш? Хорошо. Еще раз. Хорошо. Вертушку. Молодец. Рахим. Бедро. Хорошо. Вот так. Кочергу. Голову забираешь. Вот так. Все. Давление, давление. Молодец. Еще раз. Ты должен почувствовать давление. Цухатичхан давление. Вот. Вот так. Хорошо. Крест. Молодец. Еще раз. Добирать. Правой ногой. Добираешь, добираешь. Подставляешь, бросаешь. Вот. Добираешь, добираешь. Вот так. Хорошо. А ну, Абдул Муслиму. Вертушку покажи. Идешь, халухай на него. Вот так. Молодец. Еще раз. Хорошо. Пошел? Молодец. Еще раз. Пошел, пошел. Иди. Сюда иди. Калимату, Адам. Хорошо. Индию. Молодец. Бедро. Хорошо. Еще раз. Давай. Хорошо. Встали. Вот. Давление, давление. Ищешь. Вот так. Сейчас перевод делаешь, и оттуда уже ты должен сразу думать, что накат надо делать. Пошел. Давление. Идешь, обдумываешь. Вот так. И сразу. Вот так. Правильно. Так, пошел вертушку. Молодец. Стоп. Встали. Ивлою. Да. А Оля Дэнни. Ищешь, не стойте, не стойте. Да. Слабо. Пошел.
Еще раз. Давай, Дэнни, вертушку. О, сразу. Встали. Хажил, все слушаем. Когда бросок ячханы, вы должны, вот вы начинаете. Вы начинаете не отсюда. Борьба, она начинается с руки. Вот борьба идет. Вот он, только давление делает, я чувствую, вот он, давление. Вот отсюда. Таз не вытаскивайте. Вот. Таз ардах кишат. Отсюда вас забросить. Вот, куда улучшить. Сюда давление, вот момент. И отсюда вытягивайте. Кто еще? А вот. И ты, иди сюда. Вот, неделю как ходит, уже бедро делает. Давай, Руслан, показывай. Не спеши. Ой, молодец. Через плечо. Вот так, хорошо. Еще раз. Молодец. Стоп, встали. Встали. Калимату Мурат на середину. И Абдул Муслиму. Так, Хайжул, соревновательная схватка же еще. Не надо думать о них, о ком-нибудь. Вот, соревновательная схватка же еще. 2-2. Все смотрим. Начинаете с рук. И сват даю уже. Так. Пожали руки. Мне надо искать броски. Хитр еще? Бросок. Давай. Начали. С рук начинаем. С рук. Не стоять. Лат, мулат. Искать надо. Искать. На середину. Давай, Абдул Муслиму. Не стой. Ищи. Не стой. Тяжмах, Мурат. Не стой, не стоять. Лат, мулат. Искать надо. Давай. О, ближе. До конца. Стойка. Пошел. До конца. По углам. По парам. И 10 минут все приемы отработку делайте. Все приемы. Давай. Встали все по парам. Маленькие все туда, взрослые сюда. Греко-римская борьба всегда выделялась. Очень красивый вид спорта. У нашей ингуша есть результаты. Хорошо выступает на мировых уровнях. Есть олимпийские чемпионы мира, Европы. И у детей уже появляется какой-то стимул. Они как кумиры. Они смотрят на них, и у них появляется желание тренироваться, Олимпиаду выиграть, мир выиграть. Греко-римская борьба это здесь, во-первых, нельзя ниже пояса ноги ловить. Здесь большинство идет силовая и психология. И, конечно, думать сильнее в борьбе, греко-римской борьбе. И, по моему взгляду, греко-римская, она красивее борьба, чем вольная. Здесь и броски красивее. У меня было задание для этих детей, вот основная группа. Вот был международный турнир Гран-при по Дубну. Я со всеми детьми им дал задание, чтобы они смотрели все схватки. Они так обрадовались вот, за Здоева, за Апиева, за Евлоева. И буквально все эти дети без одного пропуска, без уважительных причин они вообще не пропускают.
у них еще стимул, на соревнованиях хотят участвовать. Есть даже многие дети, которые уезжают на всероссийские турниры, районы, республики. Появляется желание у них. Вот мы работаем по плану: понедельник – отработочный день, вторник – физическая, среда – я их вожу на плавание, игровой день. В субботу у меня чисто физическая подготовка. Бег, турник, брусья, канат. Все физическое. Чисто на субботу уделяю. Пятницу – день борьбы. У нас достижение. Вот в прошлом году Евлой Мухаммад стал призером чемпионата мира по кадетам. И Батажу Ахмед призером чемпионата Европы. И есть еще ребята, выиграли Россию, Евлою, Байсар. Все, многие дети есть. Вот сейчас недавно был международный турнир Гран-при Иван Подубнов. Наши земляки выступили. 2 первых, 1 бронзовый. Аздой Бекхан стал чемпионом. Евлой Муса стал тоже чемпионом в весе 98 килограмм. А Пив Ислам, как выступающий по молодежи, показал очень хороший результат и уже боролся на уровне взрослой борьбы. Греко-римская борьба – олимпийский вид спорта, единоборство между двумя соперниками, целью в котором является с помощью различных приемов уложить соперника на лопатки. В греко-римской борьбе запрещены технические действия ногами, зацепы, подножки, подсечки и захваты ног руками. До 1948 года греко-римская борьба называлась французской, затем некоторое время борьба называлась греко-римской, но после чего была переименована в классическую, а потом вновь стала именоваться греко-римской. Всевозможные находки археологов говорят о том, что наибольшей популярностью борьба пользовалась в Древней Греции. Борьба входила в систему физического воспитания детей, юношей и взрослых. Римлян очень заинтересовало увлечение греков борьбой, и они с радостью ее переняли. Первым официальным упоминанием греко-римской борьбы можно считать включение ее в программу Олимпийских игр в 704 году до нашей эры. В конце 18-го, начале 19 веков во Франции были сформированы современные правила греко-римской борьбы. Захваты проводятся только руками. Побеждая схватки тот, кому удается положить противника на обе лопатки, или преимущество одного из соперника достигает 10 баллов. Греко-римская борьба – это замечательный вид спорта. Во-первых, травм в этом спорте, если и бывает, то очень редко. Во-вторых, он очень подвижный и многим подойдет. Греко-римская борьба не такая трудная, как многие говорят. Любые могут прийти, заниматься и стать этим чемпионом. Отец мой сдал эту секцию борьбы. Я 6 лет тут занимался, буду заниматься. Сейчас готовлюсь республике первое место, потом СКФО. Затем Россия, затем Европа, мир, Олимпиада. Чтобы это добиться, мне нужно заниматься больше, 10 раз больше, усиленнее. Классическая борьба является тандемом гибкости и силы. В силу специфики борьбы особое место в тренировке уделяется проработке моста, положение атлета, при котором ковра касаются только руки, лоб, иногда подбородок, а спина изогнута дугой. Для развития гибкости используется разучивание определенного набора акробатических упражнений: кувырки, колесо, рандат, стойка на руках, подъемы со спины прогибом, забегание, мост. Без крепких и эластичных суставов, кровеносных сосудов и лимфосистемы борец не имеет шансов на победу, поэтому тщательным образом отрабатывается техника падения и самостраховки. Дыхательная система и общая выносливость развивается с помощью бега и подвижными играми. Приемы отрабатываются на манекене или чучеле и в работе с партнером. В учебных схватках оттачивается техника и развивается специальная выносливость. Выносливость играет большую роль. Чему там учат? Прежде всего учат быть человеком, не обижать слабых и не давать в обиду себя. Эта борьба дает мне уверенность, силу и путь к победе. Я видел, как многие пацаны в нашей школе занимаются спортом. Я захотел тоже заниматься, пришел, и мне этот спорт очень понравился. У каждого человека есть свой выбор, и каждый человек выбирает тот спорт, который он хочет. Я захотел бороться и выбрал греко-римскую борьбу. Если у кого-то есть желание, то каждый человек может заняться этим спортом и сделать хороший результат. Как и в других видах спорта, тут не сразу же
добиться результата, нужно сперва усердно тренироваться, только через многие годы делается результат. У меня есть кумиры, такие как Иван Подубный, Бекхан Аздоев, Манкиев Назир. И я хочу сделать такой же, как и у них результат, и даже может превзойти их. Для того, чтобы этого добиться, нужно усердно тренироваться, не пропускать, слушать указания тренера и соблюдать график. Борьба воспитывает и духовно человека. В характере появляются такие качества, как целеустремленность, выдержка, бесстрашие, львиная смелость, настойчивость, быстрота принятия решений. Тот, кто занимался или занимается борьбой, поймет. Уставший, еле идешь, но приходишь в зал и начинаешь тренироваться, качаться, бороться, отрабатывать приемы и так далее. Тем самым ты борешься с ленью, усталостью и становишься победителем. Если хотите, чтобы ваш ребенок рос большим и сильным, отправьте его на греко-римскую борьбу. Именно там он сможет накачать руки, так как в греко-римской борьбе ногами нельзя хватать, бить и так далее. Все захваты идут через руки, такие как вертушка, прогиб, скручивание, накат, проход в корпус, лампочку и так далее. Также у ребенка появится характер. Будут соревнования, будут проигрывать, выигрывать. Но уже через год ваш ребенок станет маленьким мужчиной, не будет никого бояться. Обычно принимают детей лет с 4-6. Главное объяснить ребенку необходимость занятия борьбой. Вот, отсюда вот старт халижи. Не так, не так. Вот, обе ноги. Вот, раз, фиксируйте отсюда, вот идет. И отсюда на мост идет. Кайтуришь? Ауку. Плотно. Пошел. Давай, Баркинхою. Вытащил и подбивай. Вот так. Хорошо. Ажил? Вот, Ажил. Вот те моменты. Отсюда, давление видит, и что я еще уже. Делаем кочергу. Поняли? И посадки. Давай. Пошли. Греко-римская борьба или классическая борьба – этот вид борьбы универсален, так как в ее основу входят приемы, которые используются, если не во всех, то в большинстве единоборств. Все же не просто так ее второе название – классическая борьба. Греко-римская борьба проста в обучении, прекрасно развивает ловкость и быстроту, тренирует силу и гибкость, выносливость и волю к победе, разучивает некоторые акробатические упражнения и много чего еще, что пригодится в будущем, даже если в дальнейшем начать заниматься другими боевыми искусствами, то они будут даваться легко, а представление о поединке будет более расширенное. Человек, который занимается с детства любым видом борьбы, будет иметь огромное преимущество перед новичками, это само собой разумеется. В борьбе между классикой и греко-римской я отдаю преимущество второй. Борьба сама по себе отличный вид спорта для юношей и подростков. Сказать, что это только лишь силовой вид спорта, невозможно. Здесь нужна голова на плечах, знание тактики и слабых мест противника. Развитие физическое и духовное происходит по мере добывания опыта. Когда мне было 8 лет, мой старший брат привел меня сюда, потому что тренер лучший. Я хочу стать чемпионом мира, и я должен, чтобы я стал чемпионом мира, усердно стараться даже. Очень сильно стараться надо. Если я не постараюсь, то не стану. Я участвовал в Тернаузе, занял 3 место. И в Грозный занял тоже 3 место. А здесь, в Сунже, занял 1 место и 2. Там были немножко сильные соперники, но я был их сильнее, и я смог добиться своего. У меня есть свои коронные приемы, и они помогли мне стать первым среди 25 килограмм. Считается, что греко-римская борьба – самый лучший вариант в выборе единоборств. Но этот выбор должен быть сделан еще в детстве и во многом зависит от родителей. Ребенок будет развит статической силой. Как известно, наиболее развитой дыхалкой обладают биатлонисты и борцы. Если обратить внимание на бойцов ММА, то увидим,
что наилучшие бойцы среди них и чемпионы – те, кто раньше серьезно занимались борьбой, а не бойцы-универсалы. Стойка в классической борьбе бывает высокой, средней и низкой по отношению к сопернику, правосторонняя, левосторонняя, фронтальная. Вперед выставлена, как правило, та нога борца, которая сильнее. Высокая и средняя стойка удобна для маневренности и атаки, низкая для защиты. Ноги хоть и не участвуют в схватке, но их сила и быстрота играют огромное значение. При проведении большинства бросков с поднятием соперника ноги согнутого в коленях положения переходят в выпрямленное положение, преодолевая вес атакуемого. Передвижение должно быть быстрым и устойчивым, и происходит так. Сначала вперед становится одна нога, потом к ней подтягивается другая. Скрещивать ноги запрещается, ибо это может привести к потере устойчивости. Борцам греко-римского стиля, в отличие от борцов вольного, запрещается использовать в приемах зацепы и подножки, а также атаковать ноги соперника. Также строго запрещаются технические действия против суставов, болевые приемы, захват шеи двумя руками более 5 секунд. Борцы используют только верхнюю часть тела для проведения бросков руками, поднятия тела соперника, при этом принимая ближнюю дистанцию по отношению друг к другу. В таком стиле борьбы преимущество имеют борцы, которые могут подавлять соперника силой. Если хотите отдать своего ребенка в греко-римскую борьбу, то даже если он прозанимается около года или 2 и ему не понравится, то в другом виде спорта ему будет гораздо легче, чем другим, так как в борьбе очень хорошая база обучения, и своим телом вы нигде не научитесь владеть лучше. Когда мне было 6 лет, меня отец привез сюда. И я 6 лет занимаюсь греко-римской работой. Мой кумир Иван Поддубный, легенда греко-римской борьбы. Я советую всем мальчикам идти на греко-римскую борьбу, и она из вас делает настоящих мужиков. Греко-римская борьба – один из самых древних видов спорта. Очень интересно наблюдать за ним. Очень много времени борцы уделяют на тренировки. До 3 тренировок в день, 6 часов в день. Вырабатывается характер, смирение, человек становится сдержанным. Это постоянное преодолевание себя. Они отдают этому пол своей жизни, чтобы достичь хорошего высокого результата. Проводят по 3-4 сбора в год, чтобы прийти в оптимальную форму. Юные борцы Сунженской школы борьбы греко-римского стиля неустанно идут к своей цели, следуя девизу: